Ассаламу алейкум, с вами Айвар Азаматов. И сегодня у нас крайне интересная тема. Казахи в России входят в 10 самых крупных народов страны. Последняя перепись в 2010 году насчитала 647 тысяч потомков кочевников. С этой цифрой многие не согласны. Некоторые предполагают, что реальное число колеблется от 700 до 800 тысяч человек. К сожалению, в России распространено мнение о том, что казахи в России – это пришлый народ из Казахстана. Хотя исторически казахи в России живут на тех территориях, на которых кочевали их прямые предки, а еще ранее вольный народ Кыпчаки, из которого вышли казахи. Это доказывают все исторические сведения и географические названия. Казахи в России не являются пришлым народом, они ниоткуда не приехали. 99% казахов в России состоят из родов младшего и среднего жузов, которые исторически проживают в этой местности. Например, в России вы практически не найдете казахов из старшего жуза, которые преимущественно проживают в Южном Казахстане. Официально казахи в России считаются коренным народом, абсолютно таким же коренным, как, например, русские, татары, якуты или аварцы. Неприемлемо название диаспора по отношению к казахам в России. Во многих регионах казахи являются второй по численности национальностью, после русских. Исторически так сложилось, что у казахов в России практически нет мест компактного проживания. Везде они живут вместе с русскими, татарами, калмыками, алтайцами и другими народами и прекрасно уживаются. Казахская община подарила России много ярких личностей. Это, к примеру, Салимгерей Жантурин, потомок Чингисхана, крупный землевладелец, меценат, издатель, основатель медресе Галия и Усмания. Это, к примеру, еще один потомок Чингисхана, Губайдулла Чингисхан, генерал от кавалерии и глава телеграфного ведомства Российской империи. Это известные главы регионов Аман Тулеев и Владимир Васильев. Это герой России Серик Султангабиев. Это знаменитая команда КВН Камызякского края. Это Азамат Мусагалиев. Это креативный продюсер ТНТ Вячеслав Дусмухамедов и гендиректор Муз-ТВ Армандо Влетьяров. Конечно же, боец UFC Дамир Исмагулов и известный художник Амангельды Шакенов. И все же есть примеры, когда казахи из России связывали свою жизнь с Казахстаном и добивались высот. Они внесли свой особенный вклад в развитие Казахстана. Именно об этих людях я и хочу вам сегодня рассказать. Нажимеден Искалиев, бывший глава Западно-Казахстанской области, упраздненной Кокчетавской области, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Узбекистане, Таджикистане и Украине. Нажимеден Ихсанович родился в 1941 году в селе Байбек Красноярского района Астраханской области. Начинал свою трудовую деятельность, работая учителем в Астраханской области. Его сын Искалиев Гали Нажимеденович на данный момент является действующим акимом Западно-Казахстанской области. Бывший аким города Ураль Самигула Уразов родился в 1957 году в Саратовской области, в Марксовском районе. Бывший аким упраздненной Кокчетауской области Жумабаев Кызыр родился в 1943 году в ауле Мащен Щербакульского района Омской области. Заслуженный мастер спорта по дзюдо и самбо, бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо, трехкратный чемпион мира по самбо Асхат Шахаров родился в 1978 году в поселке Акбулак Оренбургской области. Переехал в Казахстан уже будучи чемпионом мира. Ныне является акимом Зеленовского района Западно-Казахстанской области. Кстати, в 2004 году аким этого же района был казах из Саратовской области Балаковского района Капаков Гайса. Бывший министр сельского хозяйства Казахстана, аким Восточно-Казахстанской области, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в КНР, во Вьетнаме, Монголии и КНДР Карибжанов Жаныбек родился в 1948 году в селе Айбас Щербакульского района Омской области. В этом же районе родился бывший глава Кустанайской области, секретарь Совета безопасности Республики Казахстан, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Турции, заместитель премьер-министра РК Турсунбаев Балташ. Пост председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан с 2015 по 2016 год занимал генерал-лейтенант национальной безопасности Жумаканов Владимир Зейнолович, который родился в РСФСР в 1955 году в селе Дулково Гаринского района Свердловской области. В 2010 году на параде Победы в Москве возглавлял роту почетного караула одной из передовых частей сухопутных войск Республики Казахстан, тогда еще полковник Кайдар Каракулов. Сейчас он один из представителей высшего командования Министерства обороны Республики Казахстан.
Генерал-майор Каракулов Кайдар Самигулович ныне командует войсками регионального командования «Юг». Не так давно именно он руководил десантно-штурмовыми войсками Республики Казахстан. Родился он в 1974 году в РСФСР в поселке Рабочий Бугурусланского района Оренбургской области. Еще один представитель высшего военного командования Республики Казахстан, начальник Центрального командного пункта вооруженных сил генерал-майор Баденов Фазолла Жумагадиевич родился в РСФСР в 1965 году в селе Затон, знаменитого по КВН Камызякского района Астраханской области. Также родом из России действующий министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Аскар Жумагалиев. Он родился в 1972 году в Оренбургской области. Радиоинженер Аскар Жумагалиев учился в Харькове в Высшем военном командном инженерном училище. После распада СССР в 1992 году перевелся учиться в Казахстан. Казахи России проявили себя не только в политической сфере, но и в духовной и культурной. Человек, стоявший у истоков возрождения ислама в Казахстане, Жакия Кажи Бейсенбайулы, появился на свет в Омске. Будущий глава казахской уммы, маленький Жакия с детства рос сиротой. Окончил медресе Мире Араб в городе Бухара, повышал образование в Сирии в Дамасском университете, а позже именно он возглавил Духовное управление мусульман Казахской ССР. В то время Духовное управление в Казахстане носило название Хазият. 7 лет он трудился на этом посту. Казахи из России не только поучаствовали в становлении Казахстана, но и высоко прославили Казахстан в мире спорта. Первый спортсмен — это, конечно же, Дамир Исмагулов. Первый казах, одержавший 3 победы в самой известной лиге смешанных единоборств в мире в UFC. При этом, несмотря на то, что Дамир родился в Оренбургской области и не жил в Казахстане, на каждый свой бой он выходит с 2 флагами — с российским и казахстанским. Долгое время казахстанские фанаты ждали, когда же в UFC появится боец из Казахстана. И он появился, но не из Казахстана, а из России. Сегодня Дамир, наверное, самый известный боец в Казахстане. Вторая спортсменка — это, конечно же, Элизабет Турсунбаева. Элизабет Турсунбаева — первая представительница Казахстана, завоевавшая медаль чемпионата мира в женском фигурном катании. Обладательница серебряной медали чемпионата мира 2019 года. Элизабет Турсунбаева родилась в Москве в 2000 году. Несмотря на то, что всю свою жизнь она жила, живет и тренируется в России, посоветовавшись с родителями, она приняла решение выступать за Казахстан. Сегодня она заслуженно является одной из лучших фигуристок мира и однозначно самой известной фигуристкой, выступающей за Казахстан. Ей всего 20 лет, но она уже успела войти в мировую историю. На чемпионате мира в Японии она успешно совершила четверной прыжок, так называемый сальхов, и тем самым вошла в историю как первая фигуристка, исполнившая этот прием на чемпионатах мира по фигурному катанию. О следующем выдающемся казахе из России я хочу рассказать поподробнее. Ни для кого не секрет, что во времена Советского Союза казахский язык находился в крайне тяжелом положении. Численность говорящих стремительно уменьшалась. Еще немного лет, и казахский язык повторил бы судьбу многих народов Севера. Слава богу, сейчас казахский язык переживает свой новый расцвет. Стремительными темпами увеличивается количество говорящих на казахском языке. Казахский язык имеет статус единственного государственного языка в Республике Казахстан. На казахском языке выходят тысячи книг, песен, сотни фильмов и сериалов. Кто бы мог подумать, что в те самые тяжелые времена для казахского языка в нынешней Омской области родится мальчик по имени Шапкен. Его отца по имени Карбай обвинили в том, что он имеет связь с японской разведкой, и отправили сидеть в сибирские лагеря на 10 лет. Маленький Шапкен вместе со своим братом был вынужден голодать и скитаться по всей Омской области, перебиваясь то у одних родственников, то у других. Когда Шапкен подрос, из тюрьмы вернулся отец, который продал единственное имущество семьи – разграбленный дом. Передавая все вырученные деньги от продажи дома сыну Шапкену, отец сказал ему: «Езжай учиться в Алмату, этих денег хватит в один конец. Поступишь – твое счастье, не поступишь – значит будешь думать, как выживать». Шапкен, понимая, что это его единственный шанс выбиться в люди, сделал все, что мог, и поступил в университет на факультет неперспективной тогда казахской филологии. Позже именно ему будет суждено встать в авангарде возрождения казахского языка в Казахской ССР и в независимом Казахстане. Разработана им методика преподавания казахского языка в школах для русскоязычной аудитории стала основой для будущих инновационных пособий.
Вместе со своей дочерью Ардак, которая несколько лет преподавала казахский язык для дипломатов Соединенных Штатов Америки, они создают книгу «Казахский язык для всех». Эта книга навсегда вошла в список лучших книг по казахскому языку для русскоязычных. До сих пор очень сложно найти книгу, где так просто объясняются правила казахского языка. Практически нет книг, где было бы столько же упражнений для закрепления изученного материала. Именно они, одни из первых, начали использовать аудиоматериал и аудиозадания для преподавания казахского языка. Именно Шапкен Карбаевич, отлично зная русский язык и профессионально зная казахский, смог так ясно и понятно объяснить тонкости казахского языка для мыслящих на русском языке. Многие признают, что в этом книге нет равных. Сегодня книгу «Казахский язык для всех» нового издания вы можете приобрести у нас в интернет-магазине Букей, просто написав на номер WhatsApp, указанный в описании. Шапкен Карбаевич Бектуров, казах из Омской области, адъюнкт профессор Казахско-британского университета, заслуженный работник Республики Казахстан, отличник народного образования Республики Казахстан, покинул нас, но его книга продолжает его дело и его миссию. Еще один казах из России и тоже из Омской области. Нынешний директор одного из главных учебных заведений Республики Казахстан Зиябек Кабульдинов возглавляет Институт истории и этнологии имени Шокана-Уалиханова в городе Алматы. В 2007 году Зиябек Ермуханович был признан лучшим преподавателем вуза Республики Казахстан. Он же автор более 450 научных статей, 5 монографий и 8 учебных пособий. Профессор, доктор исторических наук Зиябек Ермуханович Кабульдинов родился в ауле Байдалин Омской области, а переехал в Казахстан после окончания Омского государственного университета. Конечно, среди казахов из России не могу я не упомянуть и моего земляка. В 1932 году в селе Савенко, ныне в Паласовском районе Волгоградской области, родился известный режиссер театра и кино, педагог, народный артист Советского Союза, народный герой Казахстана Азербайджан Мамбетов. В годы войны его семья переехала в Алмату, в том числе старшая сестра Азербайджана Ахкагас Мамбетова, театральная актриса, заслуженная артистка Казахской ССР. Вы удивитесь, но корни одного из самых узнаваемых актеров на постсоветском пространстве Саята Исимбаева, известного по фильму «Ракетир», тоже идут из Омской области. Его тоже можно записать казахом из России, ведь его родители родом из Омской области, из аула Баимбет. В молодости его родители перебрались в Казахстан, где у них родился будущий актер Саят. Вообще Омск – это кузница казахской интеллигенции. В этом городе получали образование многие лидеры Алаш-Орды. В этом городе родился и Асылбек Жуманович Сеитов, врач, общественный деятель, сторонник Алаш-Орды. Неоднократно работал в местах эпидемий тифа, малярии, холеры, туберкулеза и других инфекционных заболеваний. По его инициативе и при участии в Казахской ССР созданы санаторий «Аул» и «Березовка». Асылбек Сеитов является организатором строительства поликлиники номер 5 в городе Алматы. В городе Омске также воспитывался писатель, драматург, литературовед, ученый и общественный деятель, сторонник партии Алаш Кушмухамед Кеменгеров. Мало кто помнит, но первый казах, который достиг высшего поста и руководил Казахской ССР, был Жумабай Шаяхметович Шаяхметов. Он занимал пост первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Казахской ССР в тяжелые послевоенные годы с 1946 по 1954. Именно он в 1942 году пригласил горного инженера Динмухамеда Кунаева из Лениногорска на работу в Алмату. Именно он направил Куаныша Сатпаева на работу в Москву, а в 1941 году поручил ему возглавить Институт геологических наук в Академии наук Казахской ССР. Именно Жумабай Шаяхметов, переживая за будущее девушек из аулов, открыл в Алмате женский педагогический институт. Он сделал много благих дел для процветания Казахской ССР и поплатился карьерой за несогласие с программой массового освоения целины в казахской степи. Родился Жумабай Шаяхметов, первый казах, руководивший Казахской ССР в 1902 году в ауле номер 2 Борисовской волости Омского уезда. Ныне это в Щербакульском районе Омской области. В современном Казахстане несправедливо мало внимания уделяется нашему следующему герою. В Саратовской области, в селе Питерка, родился выдающийся казахский политик, министр иностранных дел Казахской ССР
Михаил Иванович Исеналиев. Не судите человека по имени и по месту происхождения, а судите по делам. Это изречение целиком и полностью отражает судьбу Михаила Ивановича. Его отец Тлекен Есен-Улы в голодные годы осиротел и волею судьбы попал в село Питерка Саратовской области. Он был единственным казахом в этом селе. Русские тепло приняли его и прозвали Иван. Позже у Тлекена родился сын Хаким. Когда пришло время регистрировать сына, ему предложили записать Михаилом в честь революционера Михаила Ивановича Калинина. Так и стал Хаким Тлекен-Улы Михаилом Ивановичем. В те тяжелые годы все дети, рожденные до Михаила, не выживали, поэтому отец души не чаял в сыне. Отец находил где-то старую шкуру лошади, которую разрезал на куски, соскабливал шерсть, несколько раз прокипятив, сливал воду, пока так называемый бульон не обретал светлый вид, и бросал в ведро горсть пшена. Тяжелая жизнь воспитала в маленьком Мише трудолюбие и целеустремленность, и он, не окончив школу, начал работать сначала пастухом в колхозе, а затем конюхом вместе с отцом. Никто и не мог предположить, какая судьба ждет этого мальчика из бедной семьи. Он оставляет село и уезжает учиться в Саратов. Проработав 5 лет секретарем и судебным исполнителем в Народном суде, он в 1950 году избирается вторым, а затем первым секретарем райкома комсомола и членом бюро райкома партии Саратовской области. В 1955 году, после окончания Центральной комсомольской школы, талантливому Михаилу Ивановичу поступает предложение работать в Москве, но неожиданно для всех он принимает решение переехать в Казахскую ССР. Здесь он не избавляет темпов работы. В 1969 году ему доверяют пост заведующего отделом культуры Центрального комитета Компартии Казахстана. Его период работы связывают с расцветом культуры в Казахской ССР. В 1981 году ему поручают высший пост в карьере – пост министра иностранных дел Казахской ССР. Он налаживает работу ведомства, повышает зарплаты, набирает новый состав и отправляет их учиться в лучшие страны, собирать опыт. Тем самым он создает будущую кадровую базу дипломатии Казахской ССР. Но главное в его карьере, за которой его любит и помнит простой народ, стало другое событие, в котором казах из России с русским именем оказался смелее своих сородичей из Казахстана. Рассказ об этом услышишь нечасто, но именно он сделал большой вклад в то, что сегодня Казахстан является независимым государством. Моя информация полностью основана на статье самого Михаила Исеналиева под названием «Этих дней не смолкнет слава», написанная им в 1996 году. Все мы знаем, что в 1986 году председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев вместо Дильмухамеда Кунаева на высший пост в Казахской ССР ставит не жившего в Казахской ССР и не знающего казахского языка Геннадия Колбина. Руководство Казахской ССР покорно соглашается, и никто не ожидает, что будет дальше. Неожиданно для всех казахская молодежь, студенты города Алмата, выходят на улицу и выражают свой протест. Тысячи людей требуют, чтобы руководителем Казахской ССР был назначен или представитель казахской национальности, или хотя бы выходец из Казахской ССР. Они прекрасно понимают, какие дела может наворотить ставленник, не знающий ни языка, ни культуры, ни истории и не имеющий никакой связи с этой землей. Тысячи казахских девушек и парней первые в истории СССР вышли на улицы и выразили протест против решения из Кремля. Именно в это тяжелое для страны время Михаил Исеналиев проявил свою смелость. Когда все правительство молчало и боялось об этом говорить, на одном из пленумов, как гром среди ясного неба, в защиту вышедших на протест выступил Михаил Исеналиев. Это было сенсацией, и это сделал не кто-то с улицы, а сам министр иностранных дел Казахской ССР. На этом Михаил Иванович не остановился. Он тайно написал письмо Горбачеву, в котором обосновал, почему решение поставить Колбина было неправильным. Когда Геннадий Колбин узнал об этом, он даже предложил Михаилу Исеналиеву пост своего заместителя. Но Михаил Иванович сразу отказался, ведь его цель была не повышение, а интересы народа и страны. Вскоре Михаила Ивановича отправляют в отставку, якобы из-за достижения пенсионного возраста.
Он ушел с поста, но остался верен своим идеалам. В итоге, в этом же году снимают с должности и самого Колбина. Дело Михаила Ивановича было доведено до конца. Справедливости ради стоит сказать, что это заслуга многих общественных деятелей, но из государственных деятелей он был один, и это лишь часть из его наследия. Таким был казах из России Михаил Иванович Исеналиев, а напоследок приведу его слова. Собственно, моя жизнь могла сложиться иначе. Россиянин до 26 лет, я более 40 лет казахстанец. Куда потянул меня зов предков? Живу радостями и огорчениями, достижениями и потерями, болью и надеждой этой многострадальной земли и не менее многострадального моего народа. И при всех превратностях судьбы, как все соплеменники и патриоты, в душе желаю главного: пусть здравствует и благоденствует моя отчизна и народ. Такими были и есть казахи из России. Многие из них работают в разных сферах: учителя, врачи, инженеры, предприниматели. Кто-то едет из Казахстана в Россию, кто-то из России в Казахстан. Главное, чтобы там, где вы живете, вы знали, что вы в нужном месте и в нужное время. Если у вас все хорошо и никуда не тянет, то живите спокойно. Но если внутри горит огонь, собирайте вещи и отправляйтесь в путь. Возможно, именно там вас ждет судьба. Пишите в комментариях, из какого вы города и страны, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео. До новых встреч, пока!